Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем лишенную прав автоледи, которая с признаками опьянения стала причиной крупной аварии. Расскажем, как подростки пытались украсть почти десяток флаконов шампуня. Который совершил непосредственно хищение, он уже неоднократно задержан. И почему им это не удалось? А также мужчина вытащил из огня 2 человек. Я начал стучаться, они открывают. Просто я с ноги сделал двери в дырку. Благодарности от спасенных не было. Это и не только прямо сейчас. Автоледи со всеми признаками алкогольного опьянения спровоцировала аварию на перекрестке улиц Меридиана и Чистопольская. К слову, женщина уже была лишена водительского удостоверения за езду в пьяном виде, после чего все равно садилась за руль, попадала в аварию и скрывалась с места ДТП. В этот раз, управляя Citroёn, при повороте не пропустила Toyota Land Cruiser. Вызывать автоинспекторов она не хотела. Нафиса Минязова увидела, как расстроилась женщина, когда второй участник аварии все же вызвал экипаж ДПС. Свидетелем происшествия автоледи была явно не рада. Она приходила в бешенство от того, что люди останавливались и смотрели на происходящее. Женщина то пыталась хамить, то просто убегала из патрульной машины. Сотрудникам автоинспекции приходилось несколько раз ее ловить и заново сажать в автомобиль для оформления документов. Тем временем второй участник аварии рассказал, как все произошло. Ехал прямо. На перекрестке была женщина за рулем Citroёn. Поворачивала налево. Просто даже, я не помню, ни поворота, ничего даже вроде не показывала. Не могу быть точным, я уже даже не помню в этот момент. Просто не тормозила, поворачивала налево, я по тормозам не успел. Нажал тормоза, заскользил меня по дороге здесь. Скорость вроде небольшая была, и вот просто влетел. То есть в бобочину, в левую часть. После этого, как рассказал водитель внедорожника, женщина вышла из своей машины и, крича, стала обвинять его в произошедшем. Она сначала вышла, начала угрожать, кричать. Потом вроде бы успокоилась, говорит, давай просто решим, я тебе сама все оплачу, не будем вызывать. Я, говорю, без прав, без ничего, меня уже за права забрали. Видимо, тоже по алкогольному. В августе минувшего года автоледи уже попадалась нетрезвой за рулем. Прав ее лишили как раз после того случая и выписали штраф на сумму в 30 000 рублей. В октябре, уже лишенная водительского удостоверения, женщина попала в аварию и скрылась с места происшествия. Ее, конечно же, нашли, но установить, была ли она трезва или нет, было уже невозможно. Тогда ей просто выписали штраф 30 000 за езду без водительского удостоверения, а штрафы она не оплатила. Ну, в следующий раз не улыбайся. Вот ты понимаешь, сейчас я тебя просто выйду и я трезвый, меня просто случайно поймали. В этот раз от медицинского освидетельствования она отказалась. Ее Citroёn эвакуировали, и вряд ли автомобиль можно будет забрать без оплаты долгов. Сейчас женщине грозит уже уголовная ответственность. В настоящее время все материалы собраны и направлены для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении данного водителя по признакам повторного управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Какое наказание она понесет, будет решать суд. Уголовный кодекс за повторную езду в нетрезвом виде предусматривает от штрафа до 300 000 рублей или дохода осужденного за 2 года до лишения свободы сроком до 2 лет. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, «Вызов 112». 22-летний водитель БМВ на полной скорости врезался в припаркованный автомобиль на улице Вишневского. Сначала он протаранил Рено Логан, который развернул и отбросила на рядом стоящий Лексус. Пострадал водитель такси, принявший на себя основной удар. Алина Мусина расскажет подробности. Он оттуда ехал. А вы? А мы стояли. Вы припаркованы были? Да. Он в припаркованной машине? Да. В произошедшем виноват водитель БМВ. Остальные участники аварии в этом абсолютно уверены. Водитель такси рассказал, что он едва успел высадить пассажиров на остановке, как мощный удар в заднюю часть его автомобиля откинул его вперед. Через мгновение Рено врезался в стоящий рядом Лексус. О том, что произошло, понял только спустя несколько минут. Был в шоковом состоянии и признается, голова раскалывалась так, что не в силах был все осознать. Я в машине находился. Не пострадали? Немножко. Скорая приезжала? Да. Головой что-то ударилось? Да. Врачи осмотрели пострадавшего от госпитализации. Он отказался. Говорит, было нужно разобраться в произошедшем, да и не хотел оставлять свой автомобиль. Объясняет, что его подрезали. 22-летний водитель немецкой иномарки признался автоинспекторам, что его подрезали, и, уходя от столкновения, он потерял контроль над машиной. Запомнил ли номера подрезавшего его автомобиля, так и не рассказал. Вы человек, а можете рассказать, кто виноват? Самые сильные повреждения оказались у Рено Логан. Если остальные самостоятельно смогли покинуть место происшествия, то такси, вероятнее всего, понадобилась помощь эвакуатора. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, «Вызов 112».
Обнародована запись видеорегистратора из салона троллейбуса, столкнувшегося с автобусом накануне днем на пересечении улиц Сахарова и Закиева. Как видно на кадрах, удар застал врасплох пассажиров транспорта, из-за чего большинство людей оказались на полу. Напомним, в результате столкновения пострадали 4 человека. По предварительным данным, 3 пенсионерки с сотрясениями головного мозга и ушибами были госпитализированы. Еще одной пострадавшей с ушибами поясницы оказали помощь на месте. По правилам дорожного движения шофер троллейбуса был обязан пропустить встречный транспорт, но, судя по кадрам, водитель не мог увидеть быстро приближающийся автобус. При попытке кражи нескольких флаконов шампуня попались несовершеннолетние подростки в одном из магазинов на улице Восстания. Продавцы с помощью видеокамер наблюдали, как молодые люди прячут товар, и не дали им выйти из магазина. Нафиса Минязова узнала, что один из задержанных очень хорошо знаком службе безопасности супермаркета. Они испугались, что они водят с товаром, и не допустили хищения товара. Сотрудник службы безопасности торговой сети прибыл на место сразу же после сообщения о попытке кражи 2 подростками 7 бутылок шампуня в одном из магазинов по улице Восстания. Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. На кадрах видно, как один из несовершеннолетних молодых людей прикрывает своего товарища, а второй, как оказалось, более опытный, тем временем набирает товар в рюкзак. Который совершил непосредственно хищение, он уже неоднократно задерживался. А тот молодой человек, я его первый раз вижу. Рассказать о причинах, побудивших пойти на кражу, задержанные не захотели. На вопрос, что собирались делать с таким количеством шампуня, не ответили. Вас за что задержали? За что-то украли? Может, вас незаконно задерживают? Девушка, поговори что-то. Нет у меня желания с ней поговорить. Почему такая красивая девушка у тебя? Родители задержанных подростков на сообщение, что их дети попались на кражу, отреагировали весьма спокойно. В ответ на рассказ полицейских по телефону о случившемся промолчали, а потом и вовсе перестали отвечать на звонки. По словам сотрудников полиции, с задержанными родители приезжать не хотят, поскольку попадаются они на данном правонарушении уже не впервые. Сейчас их доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Спас из огня 2 своих нетрезвых соседей. Мужчина случайно обнаружил, что их квартира горит, когда вышел на лестничную клетку. Спасать людей, признается, было непросто. Они не понимали, что происходит, и пытались продолжить спать. Все подробности у Салавата Мухаммадуллина. Людей из огня вытащил он, Дмитрий Никифоров. Становиться героем в планах не было, рассказывает. Около 10 часов вечера вдруг погас свет. Вышел на площадку узнать, в чем дело. И там увидел дым, исходящий из-под соседской двери. Я начал стучаться, они не открывают. Просто я с ноги сделал в двери в дырку. Женщину за волосом, кто-то вообще спит. Я в итоге захожу через эту дырку. Вытаскиваю его, он ничего не хотел, я говорю, спать хочу. Его соседи были сильно пьяны. Параллельно Дмитрий стучал и звонил во все двери. Уже через считанные секунды соседи покинули свои квартиры. Пожарные быстро справились с огнем, и сразу же хозяева сгоревшей квартиры вернулись и продолжили спать. Соседи отзываются о них нелестно. Говорят, пьют часто, ругаются громко. Я их вгоняла, он опять-таки ее привел, и с ней опять-таки продолжал жить. Вот недавно только опять инцидент был. Я вызвала участкового, участковый хотел прийти, но он не пришел. Я ему сказал до этого, я говорю, поменяй розетку. Поменяй розетку. Да мне пофиг, говорит. Он говорит, мне пофиг. Он туда розетку, плитку, телевизор, центр, обогреватель. Вот такие вот. Владельцы сгоревшей квартиры высказать свою точку зрения не захотели. Изрядно нетрезвые мужчина с женщиной в спешке, одевшись, покинули дом. В пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электропереборов. Салават Мухаммадуллин, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Фахри Исламов. Вызов 112. Kia Sportage и Hyundai Elantra столкнулись сегодня утром на улице Копылова. Последний в результате столкновения вылетел с дороги и перегородил дорогу трамваем. По рассказам участников аварии, водитель Kia начал объезжать стоящий на остановке автобус. Маневр стал полной неожиданностью для второго автомобилиста. Он не смог избежать удара и впоследствии едва не оказался на трамвайных путях. Вероятнее всего, водителя внедорожника признают виновным в аварии. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.